Доброе волгоградское утро. Привет всем. Ты что такой замученный, как будто не выспался? В горку иду. В общем, мы поспали, Вчера пожрали. постирали, помылись. Вообще все классно, супер. На улице, пока здесь не жарко в тенечке. Да. Мы сейчас идем проверить машину, потом заказываем такси и едем на Мамаев курган. В общем, доехали мы до Мамаева кургана. Идем. Смотрите, какие розы. Запах вообще стоит. Они прямо пахнут. Все их фотографируют. Они огромные, красивые. И комары просто загрызают. Меня как-то нет. Антона уже вообще всего изгрызли. Покажи свои руки. Обгрызанные. Кошмар. Что вообще происходит? Тут экскурсии. Надо где-то посмотреть, наверное. Смотрите, какие люди. Муравьишки по сравнению с этой статуей. Обалдеть. Да, вообще, вот представляешь, как это можно было сделать? Такую громадину. Вот мы здесь стоим под ней, а она просто в небо уходит. Пойдем, обойдем вокруг. Авторский коллектив памятника. Очень много народу сегодня. Суббота, время 10 утра, 10:30. И народу прям много. Погоди, а Коля? Коль-то жив? А Коля лежал на дне траншеи и заливался громким смехом. Ну ты меня напугал. Вон, молодец. Отлично, да. Ну, с наступлением темноты наши сделали вылазку на этом участке. В разгар боя мы с Куликовым вытащили из-под железного листа убитого майора, извлекли его документы и доставили в штаб дивизии к комдиву. А я был уверен, что вы эту берлинскую птицу подстрелите, сказал полковник Батюк. Но вам, товарищ Зайцев, предстоит новое задание. Вот такая история. Василий, а вот ты думаешь, твои записки кому-то будут нужны? Будет их кто-нибудь читать? Обалдеть. Ком в горле стоит. Ну ты не слушал? Не знаю, прям, блин, лучше, чем в кино. Про снайпера. Надо было постоять, посмотреть дальше. Храм, памятник всех святых на Мамаевом кургане. Ну туда заходить не будем. Я не могу в храмы заходить. Ребят, тоже огромная скульптура «Скорбящая мать». Это, видимо, какие-то типа стройотрядов или юнармейцев. Ребятишки в форме, жарко им, бедненьким. Там он тоже, смотри, в морской форме, да, или как правильно это называется? Кадеты? А чего у них такие рубашки желтые? Смотри, сколько их много. Охренеть. Спускаемся в зал воинской славы.
Тут такая музыка играет. Я сейчас плакать буду. Дамы и гости, уберите детей с парапета, на нем нельзя сидеть. Почетный караул, ну да. Тут обязательно надо сфотографироваться там. Ай, господи, молодежь ничего не понимает. Вечный огонь. Позирует, стоит. Да. Пройдем попробуем. Это только единицы. Вот видите, люди с семьями, прямо семьями. Я думала, ладно, дети бестолковые. А тут и взрослые бестолковые друг друга фоткают. Странно. Странно, неужели никому не объяснили? Уважаемые гости, слезьте, пожалуйста, с парапета, на нельзя стоять. Скульптура «Два бойца, бросающих свастику и гидру». Так, вот оттуда мы сейчас вышли. Тут стоит много скульптур. Вот. Я даже не могу прочитать, что там написано, потому что у меня ком в горле. Антон, прочитай. Железный ветер бил им в лицо, а они все шли вперед, и снова чувство суверенного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Не знаю, я просто иду и плачу. Но я не одна такая.
раненый боец и воин, подхватывающий из его рук знамя. Посмотри, как каждую деталь. Взять вот эту вот телогрейку, там сапоги кирзовые, посмотри, глаза полузакрытые. Солдат, поддерживающий раненого командира. Скульптура матрос со связкой гранат и раненый солдат-пехотинец. Девушка. Девушка-санитарка, несущая раненого бойца. Солдат, поддерживающий раненого товарища. Вот смотри, рукав уже трескаться начал, видимо. Там вот тут тоже и девушка-санитарка. У солдата палец рассыпался. Так, вот посмотрите, какой вид получается. Там Родина Мать, Там Волга. а там Волга. И еще. Помните лозунги? Нам читали в детстве. Все для фронта, все для победы. Люди с флагом приехали сфотографироваться. Тут от стены звук идет. Что-то рассказывают. Нельзя забывать и про танкистов. Вот мы видим с вами солдатов. Ленинграда происходили страшнейшие танковые бои. Может быть, кто-то из вас помнит фильм «Горячий снег»? Да. Вот, да. И вот там как раз под Сталинградом происходили эти танковые сражения. Возможно, кстати, здесь изображен... Все они были Феодор простыми Семенов. Этот смертными. человек поволжский немец, но он сражался и погиб. Комсомольский билет в руке. Интересно, мальчик весь в татуировках. Не знаю. Если бы я была в татуировках, я бы была экскурсоводом в таком месте, я бы прикрылась. Может, я какая-то ненормальная. Да. Место, конечно, такое, где дух захватывает. Молодцы. Сувениры тут всевозможные: тарелки, магниты, ручки, кружки, брелочки. Антон вот решил в свою коллекцию купить себе ножик. Кортик. Надпись: Сталинград, 42-43. Класс. К моей коллекции. Антон ножи коллекционирует. У меня уже их 27 штук. А что ты на Урале не купил? На обратном пути купишь? Или у тебя есть У меня уральские? Златоустовский есть. А, златоустовские же есть. Но они там все златоустовские. Нет, там ездить Кавказский, на Кавказе надо покупать на Кавказе, мне кажется. Не слышно отсюда. Говорит и показывает Москва. Ну, это легендарно. Обалдеть. Вот было же уже. Блин, а мы ушли. Это вот от стены, она повторяется. Да-да-да.
Я хотела услышать это. Скульптура называется «Стоять насмерть». Смотрите, сколько много народу. Просто вообще группа за группой они стоят, все друг друга ждут. Толкотня. Как это говорят, еще совсем мало народу. Вот посмотрите, сколько там еще заходят. Очень радует, что много молодых ребят-экскурсоводов. И прямо видно, что они так интересно рассказывают. Прям вот интересно. Слышно. То есть они видно. Смотрите, сколько туда народу идет уже. Море. Тут вот напитки продают прохладительные. Странно, кафешек нет поблизости. Говоря, Антон заказал себе молочный коктейль холодный, а я кофе горячий. Такая я ненормальная. Вот получается, мы оттуда ушли, дошли до Волги. Сейчас хотим туда дорогу где-то перейти. Переход же должен быть где-то. Возле реки погулять. Вот как мы взяли коктейль и кофе. Это парковка. И нету урны нигде. Мы не можем выкинуть. Это парковка. Так, пешеходный переход мы не можем найти. Ну, что делать тогда? Не пойдем? Блин, вот тут гостиница, смотри, стоит какая большая. По-любому же должен быть какой-то переход к реке. Свет, ну, и мы должны были перейти на том переходе. Ну, мы сейчас перейдем, здесь нарушим, и что? Нельзя так делать. Нас же никто не оштрафует. Могут. Кто? Тут никого нет. Мы скажем, мы бесхозные. Никогда меня не слушаешься, Сусаня. Нет, я тебе сказала, хочешь, пошли так. Ты говоришь, нет, пойдем по-твоему. Вот я по-твоему сходил. Послушай женщину и сделай все наоборот. Ну и все. Уважаемая администрация Волгограда. Ну, блин, видите, у вас срач везде. Поставьте урны. Да что такое-то? В таких больших городах туристических некуда мусор выкинуть. Ну, сколько уже с этими стаканами идем, а так вот недобросовестно его накидают везде. Бутылки, стаканы. Короче, кое-как перевела своего мужа через дорогу. Он не слушается. Он же не умеет дорогу переходить, он же пешком не ходит. Он на машине все время ездит. Ему даже во дворе машины сигналят, чтобы он отошел. Станет посреди дороги и стоит. Че, вкусная водичка? Видишь, я только пробую. Вон набережная, это там внизу, как-то туда надо спускаться. А как туда спускаются, никто не знает. Пока что. Поехали, говорит, на самокате. Давай, говорит, самокаты возьмем. Угу. Мне как раз только еще на самокате осталось прокатиться. Потом с разбитым клювом. Вау! Красота! А мы вообще куда идем? Не знаю. Куда-то идем. Пятачок. А там наверху карусель крутится. И колесо обозрения стоит. Интересно. Видимо, парк какой-то. И здесь, похоже, спуск к воде есть. Вообще, конечно, странно все как-то это. Мы уже столько времени идем. Никаких спусков, сходов, выходов. Урнов. Я уже проклинаю, что я взял этот молочный коктейль. Сейчас пойдем по газонам, блин. Что делать-то? Кто-то рыбачит.
Кто-то загорает, кто-то моется, прям конкретно моется. Ой, там музыка у них орет на катерочке. Кайфуют. Кораблики туда-сюда снуют. Нифига он шумный какой, да? Ух. Точно. Намылся, трусы одел, бичарик какой-нибудь, наверное, уличный. Интересно. Реально, чувак моется. Ноги там себе отмывает. Смотрите, белья настирал. Его Наташа ждет сегодня вечером. Пакеты с барахлишком. Обалдеть. А там вон чайки сидят рядом в ожидании. Прошли очень много километров по набережной. Нигде никакого адреса, ни указателя, ничего. Вот даже стоит спасательная служба, да, здание. Написано. Номер телефона их написан, а адреса нет. Хорошо, ребята вышли, и мы у них спросили, какой у них адрес, чтобы вызвать такси. Это просто капздец какой-то. А навигаторы показывают, что мы в реке стоим. Посреди Волги. Клубничка местная. Ой, как пахнет вкусно. Здравствуйте. Абрикосы. А сколько стоит клубника? Там разное есть. Пойдемте покажу. В чем разница? 350 поменьше, очень сладкая, вкусная, хорошая. Весь 500 рублей. Вот такая прям вся идеально отборная, 550. Но она прям вот одна в одном. Ага. Без мелких, без средних, вся вот золоточка. Берите, очень-очень вкусная. А какая лучше? А какая Она лучше? вся вкусная, просто это помельче, это средняя, крупная, это вся крупная. А черешня сколько стоит? Это узбекская 800, это краснодарская 1000. Давайте будем все пробовать. Нет? Ой, нет, не Я хочу помою пробовать. вам. Нет, спасибо. А это тоже Это уже узбекская, узбекская, нашего еще нет. да? Узбекская 400 рублей килограмм. Доброе волгоградское утро. Сегодня 1 июня, воскресенье. Даже? Да, воскресенье. Всех деток поздравляем с праздником. Сегодня мы покидаем сей прекрасный дом, то есть сию прекрасную квартиру, да, в которой мы отоспались, поели домашней пищи, которую приготовили сами. Замечательная квартира. И правильно, что не поехали по-старому. Вот новый маршрут. Поверните на... Волгоград мы, честно, посмотрели так себе. Мы были на Мамаевом кургане, посмотрели все, что там рядом есть. Очень интересно, очень красиво, душевно. Через 200 метров поверните налево. То мы по деревьям бьемся антенной. Вот. Больше мы ничего не посмотрели, потому что было очень-очень жарко. Просто вообще невозможно было находиться на улице. А мы пришли и легли под кондиционер. А на машине ездить нереально. На машине здесь вообще нереально ездить в чужом городе. Да не работает навигатор просто. Все везде стоял глушилки, навигатор просто крутит. Вот он у меня как вчера поставил посреди реки этот навигатор, мой 2GIS. Тут бесполезно. Ни Яндексы, ни 2GIS вообще никакие. Все показывают в разных местах. Даже дома уже вот Яндекс на кровати лежишь, а он показывает, что ты несешься со скоростью 140 км в час. Через 300 метров на светофоре По реке. поверните налево. Ну вот сейчас что-то более-менее как будто бы заработал, видимо, потому что ночь еще. Время 4:45 мы выехали. Ну вот когда с хозяйкой квартиры разговор был, что Поверните работают ли навигаторы, она сказала,
всяко бывает. Бывает работает, бывает не работает. Вы, говорит, если что, мне звоните, будем на связи, я вас буду сопровождать. И вообще не представляю, как бы мы сюда добрались без навигатора. В городе вообще никаких ни указателей нет. Улицы на домах вообще у них не принято как будто бы писать. Может быть, на жилых домах написано, а на зданиях вообще нет. Просто мы замахались вчера искать, куда нам вызвать такси. Адреса не было. Мы шли по набережной под палящим солнцем. Ни одного пешеходного перехода на другую сторону. Просто вот несколько километров мы шли пешком. Изнывали от жары. Ни магазинчика, ни киосочка, ни людей вообще. Люди там бегуны какие-то, на велосипедах бегают. Их спрашиваешь, вы не знаете, какой здесь адрес? Они говорят, не, не знаем. То есть никто даже не знает, где они бегут, по какой набережной и куда вызвать такси. С горем пополам потом дошли до какого-то маленького здания, там спасательная служба. Все закрыто на замки, никого нет. И на спасательной службе, даже на здании, на заборе не написано адреса. Номер телефона есть, как им позвонить. Потом уже ребята вышли оттуда, видимо, увидели, что мы возле их здания крутимся. Вышли, сказали нам, какой у них адрес, а мы вызвали такси. В общем, жесть полнейшая. И чтобы доехать там, допустим, до торгового центра, к которому нам надо было, вот мы его видим, а чтобы доехать туда нужно минут 40 ехать, объезжать все вот эти вот сплошные и так далее. Тяжело в чужом городе без навигатора. А так, конечно, город очень красивый, зеленый. Гулять бы да гулять по нему. Жили в центре. Квартиру, которую снимали, если вдруг кому-то нужно будет, я контакты дам. Квартира очень хорошая, уютная, чистая. Есть все. Вообще ничего не нужно. Туда покупать. Хозяйка приветливая такая, все подсказала, все куда нужно было, адреса дала. Квартира прямо в центре. Ну, а мы выдвигаемся из Волгограда. Очень странно, очень удивило, что нет мусоросборников. Урны в городе вообще не стоят нигде. Ни на набережной, ни возле торговых центров. То есть вот попил ты кофе и иди со своим этим стаканом до дома. Там где-то я снимала, что возле Мамаева кургана все усыпано этими всякими бумажками от мороженого, стаканчиками и всем прочим. Все это разлетелось, раскидалось, потому что людям некуда выбросить мусор. А с собой никто не любит мусор таскать. Вот и бросают везде. Вот даже возле кафешек нету. Очень странно. Выехали мы из города. Ростов-на-Дону прямо. Сколько километров не указано. Будем надеяться, что опять пройдем приличное количество километров, пока все спят. Сейчас 4 полосы в одну сторону будет. Хотя мы не знаем, как тут они спят. И снова перед нами открываются бескрайние просторы нашей страны. Просто невероятные просторы. Во все стороны тысячи километров.
Просто, к примеру, где-нибудь там у нас по Сибири, там по Якутии, когда едешь, видно, что они нескончаемые, эти километры. Но там везде лес, а тут поля. Так необычно, непривычно глазу. Наверное, когда люди отсюда к нам приезжают и едут где-то по трассе, для них тоже непривычно. Сколько едем, всегда каждые там десятки, сотни километров природа меняется. И везде по-своему все красиво. Мы даже уже привыкли к их худым воронам и сорокам, и воробьям. Вчера Антон сказал: ну смотри, говорит, дети воробьев. Я говорю, да нифига, это, наверное, не дети. Это нормальные взрослые воробьи, просто они такие мелкие. Велосипедистов очень много. Они того догоняют. Встретили уже, да. И вот даже не верится, что когда-то здесь шла война. И рядышком опять идет. Ну да. Страшно на самом деле. Вчера вот побывали на Мамаевом кургане. Чувства, конечно, вообще непередаваемые в груди. Все трепещет. И очень радует, что много ребятишек туда приводят, даже маленьких, группами. Что им рассказывают об этом. Вот они, эти поля, луга бескрайние. Деревьев вообще нет. Ну, практически нет. Ну, мы едем. Время 5 часов. Первый указатель. Ростов-на-Дону 470. Калач-на-Дону 65. Интересное название Калач. Может, потому что он круглый какой-то. А вокруг какое-нибудь озеро. Подливка. Подливка. Что-то мы какой-то старый, престарый завод или что мы проезжаем? Магазин, склад оптово-розничной торговли. Я не знаю, он вообще работает или нет. Настолько все старенькое там. Ничего не. Населенный пункт, какой-то там рогачик. Тут даже вот птицефабрика Карповская. Тут даже паромная переправа есть, указатель был. Деревья вообще, да, вековые, мне кажется, такие старые стоят. Я смотрю, в приоритете американцев. Здесь? Машины. Ну, дорога так себе, конечно. Сейчас вот ехали по трассе, она опять узкая. Но Антон говорит, что сейчас скоро будет четырехполосная, платник. Что-то ветер какой-то. Ветер, мы вышли, ветер с ног сшибал. Только комарики не кусают.
Стоянка дальнобойная. Рыбалка. Рыбалка. Ну, они рыбачить приехали. Вы ушли из маршрута. Где они рыбачат тут? Навигатор заключен. Червли... Не прочитала какая-то. Что-то с червяками связано. Про речку. А речки не видно. Там Странно, как этот работает. Маршрут перестроен. новый рогачик. Через 1 километр. Крутой поворот направо. И опять, 1 километр. опять пахнет вот хвоей прямо. Через 800 метров. Держитесь Интересно, правее. что за растения у них так пахнут? Вчера, когда гуляли по набережной, тоже вот нет, да запахнет хвоей. Весь день. Смотрите-ка, у деревьев стволы побелены. Первый раз увидела такое. Еще и за городом. Впереди камера на 70. Пятиморск, 5 морей там у них, видимо. Ну, это деревушка какая-то, поэтому они деревья свои побелили, следят за ними. Рыба, раки. А, тут типа рыночка, да? Ух ты, продают там что-то. Мотель. А тут уже не побелены. Значит, в деревне белели. Внимание, пешеходы. Тут прошлогодняя побелка. Ну вот, река Дон. Только сказала про нее. Интересно, говорю, переезжать будем или нет? Будем. Но ее не видно из-за деревьев. Настолько высокие деревья здесь. Вот он, Дон. Она не судоходная, что ли, здесь? Судоходная. А что-то я не вижу ни одного. Вон есть. Буя. Остановка Есть, да? стоит, что моностор есть. А, здесь нету с этой стороны. Может, она до моста судоходная. На горе написано. Не память. А налево там перед мостом Калач-на-Дону в 6 километрах. Прочитала, что, оказывается, название такое Калач-на-Дону, потому что находится в такой петле реки, в круглой. Но это только по какой-то версии там, потому что там версий много, но одна из них вот такая. В 7 часов утра, и мы въезжаем в Ростовскую область. До трассы М4 Дон показывает еще там, примерно 2 часа. Луганск 261. Такой голубенький.
Почему-то все синенькие, а он голубенький, чтобы все обратили внимание. Морозовский район. Ну кошка же. Ну это же кошка. Вот ты посмотри уже который раз. Вот какая-то толстая кошка. Кто это вообще лежит дохлый? Ты же сама сказала, толстая кошка. Ну, не может же столько кошек здесь быть на дороге. Вау, поля засеяны. На ветру так прикольно. Колосится, ага, вся. Красота. Такая стела стоит. Танки советские. Держитесь правее, а затем круговое движение. Второй съезд. Декабрь 1942 года. Прямо 45 километров. Белая Калитва 42 километра. Каменск-Шахтинский 91. Тут тракторишка какой-то стоит. Вон, Не смотри, вижу, что везут. это. Снимай. А это можно снимать? Ну, а почему нет? И везут по дорогам общего пользу. Что это было? Я не понял, что это такое. Памяти воинов-интернационалистов стоит памятный знак. Тут везде, на каждом шагу, можно сказать, эти памятники. Братские могилы. Да, братские могилы. Вот хотелось бы сказать, объясните своим детям, возможно, даже друзьям. Мамам, папам, блядь. Ну, в принципе, да, и мамам, папам, что памятник это для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто сражался за нас, за то, чтобы у нас сейчас с вами в жизни все было хорошо, так как есть, как бы, да, а не для того, чтобы остановиться и пописать за ним, за этим памятником. Или плюнуть, да, или посидеть там, покурить на памятнике. Просто очень-очень много раз сталкивались с тем, что вот даже сейчас едем, стоит памятник, братская могила. Остановилась машина, я не знаю, кто там в машине сидит, но парень, не знаю, 15 метров от него писает. просто пошел за этот памятник, грубо говоря, спрятался и стоит, писает. Это ужасно на самом деле. Это, я не говорю, что он там в чем-то виноват. Виноваты те, кто не рассказал ему о том, что так нельзя делать. Просто многие дети же этого не знают. Может быть, где-то, повторюсь, может, в каком-то видео когда-то рассказывала, что у нас напротив дома стоит памятник герою России, летчику. И очень часто там ребятишки сидят на этом памятнике, курят. Мы как бы делаем замечания, не просто делаем замечания, мы им объясняем. И дети говорят, все понятно, как бы, да, мы больше так не будем. Но это о чем говорит? О том, что им родители не рассказали, что такое памятник, для чего он стоит. А был такой момент, когда даже женщина взрослая, С девочкой. с ребенком, женщина лет 40, наверное, да,
которая, по всей видимости, тоже не знает, что такое памятник. Она просто пришла, села на этот памятник и сидит, курит. А ребенок там на цепочках на этих оградительных качается. И когда Антон сделал замечание, что как бы это памятник, что там не надо сидеть на нем и курить, она возмутилась, а что такого-то? Для нас вот это немножко странно. Мы думали, что все люди знают, что такое памятник. Оказывается, не все. Поэтому будьте добры, рассказывайте своим детям. Мы не говорим, что мы такие идеальные. У нас тоже был момент, когда мы с сыном, со школьником ехали по трассе, и там стоял крест. Мы остановились, чтобы посмотреть там на этот крест. И сын наш побежал за этот крест. Мы кричим: ты куда? Он говорит: я пописать. Он мелкий еще был, там, я не знаю, сколько ему лет, 9-10 было. Ой, подожди. То есть наш ребенок тоже не знал, что такое памятник. Мы ему объяснили, что там не надо писать. Ребенок все понял. Поэтому даже вот так вот. Даже такие вещи вот я вам здесь рассказываю. Белокалитвинский район. Мы уезжаем. Опять глушилки у нас заглушили все. Но здесь хотя бы указатель стоял, даже где какая улица. Какая направо, какая налево. Это Белая Калитва справа, по всей видимости. Слева. Ой, слева. Смотри, что у меня все уже потерялось. Потерялась, да. Справа там, скорее всего, какие-то элеваторы. Через 1 километр 500 метров держитесь правее, а затем круговое движение. Второй съезд. Мост через реку. Северский Донец. Северский Донец. Донец. Была река Дон, а здесь Донец. Там Луганск. Да, тут указатель был. До Луганска 152 километра. Россельмаш это. Россельмаш. Волгоград 305. 300 километров проехали за 3 часа, да? Прямо 3 километра. Коксовый. Сейчас мы тоже едем по Белой Калитве. Такой город там, здесь, видимо, пригород. Колос, столовая. Шале. Отель такой симпатичный. Мини-маркет. Столовая, домашняя кухня. Пит-стоп. Столько много всяких разных. Придорожный комплекс через 13 километров. Но в любом случае нужно заказывать заранее места в гостиницах, если вы хотите поспать. Потому что, как правило, уже после обеда мест свободных нет. С утра проснулись, посмотрели, куда примерно ехать. И заказали. Забронировали. Через 1 километр 500 метров держитесь правее, а затем держитесь правее. Вот они, эти знаменитые ветряки. Их так много.
красивые такие. Огромные. В общем, почитала сейчас 78 установок. А вообще в Ростовской области 6 ветропарков таких находится. 78 установок, каждая высотой 87 метров. Но они просто вообще нереально огромные. А один стоит. На него ветер не дует, что ли? Лентяй. Его не смазали, наверное. Еще одни стоят. Мне кажется, здесь больше 78 установок этих. Итак, время 8:55. И мы выезжаем к трассе М4 Дон. До Ростова-на-Дону остается 117 километров. Прямо 93 километра. Как тут оживленно на этой трассе. Прямо посмотри, сколько легковушек, очень много. Время 9 часов почти. Так, микрофоны временно пришлось снять. Попробуем зарядить. Почему-то какой-то фон появился, причем давно уже. Сесть они не должны были. На зарядке лежали. Братская могила, ага, везде. Вы въезжаете на платную дорогу. Остановка на проезжей части запрещена. Ограничение 110. Таганрог, прямо Ростов-на-Дону. Аэропорт Платов. Что, в Таганроге аэропорт работает? Ну. Это что у нас, конец платной дороги? До первого участка. Транспондером. Это вот эти, которые зелененькие, получается, да? Оплата картой синенькие, 3 следующие проезда. Ты чё? Желтенькие. Уже не открылся он, блин. Откроется. Да не откроется, он поехал не в ту полосу, видимо. Желтенькие, наличка, а там для грузовиков транспондеры. О. Он хотел, чтобы я ему открыл, что ли? Хитрый какой чувачок. Река Аксай. Очень много рыбаков. Вот кораблики большие стоят. Это речной порт, видимо.
там далеко еще больше кораблей стоят. Сейчас едем по мосту через реку Дон. Согласен, чтобы все в России были платные, когда убрали вот это. Тоже много мостов через реку. А здесь вот видно, что судоходная. Здесь буи стоят. Шторм такой, ветер сегодня прям с утра вот дует. На озере тоже люди отдыхают, везде беседки такие стоят. Ну, беседки, какие-то навесы. Возле каждого навеса машина. Люди. Там какой-то город. Далеко. Ну, у них колеса-то так размотало, блин. Которую машину уже. Это потому что они так долго едут. Видимо, загреваются колеса, они уж колодки не отпускают. Батайск. Может, не проверил затяжки. Если она затянута, отлетела, она тоже открутилась. Внимание, конец платной дороги. Внимание, вы выезжаете на платную автодорогу. То есть, короче, можно с нее съехать, а можно дальше ехать, да? Ложка за маму. Столовая, туалет, душ. Вроде бы платная дорога, тоже такая загруженная. Смотрите, все по ней едут. Никто не хочет по бесплатке ехать. Хотя бесплатка, она в принципе тоже должна быть хорошая. Просто она, скорее всего, узкая. В одну сторону одна полоса. Не работает, но... А что? Специально? 30. Почему не работает? Ну, закрыто. Крестики везде стоят. Что тут происходит, пацаны? Что-то сломалось. За наличку, по всей видимости. Ой, пропикнулся. Пропикнулся. Что, мы можем ехать? Наверное. Хер поймешь. А с этой стороны транспондер нарисован на этой полосе. А, да? Да. Остановились покушать. А тут курочки у них ходят, гусеньки. Ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко-ко. Привет. Привет. Толстые такие, красивые. Микрофоны-то я не взяла с собой, ветер дует. Слышно меня, не слышно? Вау! Розы цветут. Так. Это что за деревья тут цветут, я не знаю. Пойдем посмотрим. Там ослик! Ослик! Я. Надо было ему что-нибудь покушать взять.
Какую-нибудь морковку тебе надо было взять, да? Привет, ослик. Ты что такой печальный? Грустный такой. Ты кушать хочешь? Я тебе ничего не принесла, у меня ничего нету. Я не знаю, что ослики едят. Погладить тебя? Блин, я только что руки помыла. Прости, пожалуйста. Улыбаешься мне? Собакин какой-то ходит. Там люди рыбачат. С удочками стоят. Блин, везде мины. Гуси спят. Интересно, они кусаются? Они же говорят так. Кусаются сильно. Щипаются. Это лебедь вообще какой-то. Ты лебедь? Какой классный. Гуси-гуси. Га-га-га. Нифига у тебя лапы. Вы что спите? Вот лежит и срет под себя. Что? Засранец. Главное, собака ходит, они собаку не боятся никогда. Ну вы, блин, засели. Интересненькое такое местечко. Грязненько, правда, так от их каках. О. Ой, какие красивые. 3 веселых гуся. Красивые. Сейчас еще цапнешь меня за ногу по пути следования, да? Ох, какие гордые ребята. Ругаешься, что ли, или что? Ругаешься, что ли? Ух ты, какой длинношеий. Нельзя девочку обижать. Кусал, да? Больно? Ну, он прямо хочет укусить тебя. Эти такие спокойные. Идут себе тут, да идут. Толстые, еле-еле с ноги на ногу переваливаются. И интересные. Посмотри сюда. Дофигашечки заказали. Это еще не все. У меня только шашлычок еще. Просто целая сковородень. Я не знаю, как это все съесть. Но будем пробовать. Жаркое из судака. Тут ярмарки везде показывают. И на ярмарках продают арбузы. Бахча. Ну да, везде бахча написано. Вот. А, тут закрыто. На картинках везде нарисованы арбузы и дыни. Но продают везде арбузы. Прямо арбузы везде лежат. Ну, я как бы понимаю. Бахчой. Но сегодня 1 июня. Откуда они берут арбузы, мне интересно. Подъезжаем к месту расплаты. Павловский район. Очень оживленная дорога. Сейчас проезжали, справа заправка. Там просто вообще
места нет, как селедки в бочке. Все куда-то едут. Спикнул. 330 рублей, как с куста. Краснодар 145. Веселая жизнь. Направо 1 километр. Это ж надо так назвать, да, веселая жизнь. Какая-то же реклама была там. Раз перевернулся грузовик там с конфетами или с пряниками. И началась в этом селе сладкая жизнь. А здесь веселая началась. Закончилось уже. Уже закончилась. Любопытно было бы заглянуть в эту веселую жизнь. Как они там живут. Все на скамейке сидят, семечки щелкают. Не, ну подожди, может там какой-нибудь Степан на гармошке играет, а остальные танцуют. Для легковых будней 360, что-то там 460. Мелко-мелко написано, непонятно. Сегодня выходное, воскресенье. Хоть 460. Сейчас заехали на заправку в Лукойл. Во-первых, народу полным-полно. Во всяком случае, в туалет очередь такая приличненькая стояла. На заправке особо хотела что-нибудь кисленькое попить, купить. Ничего особого нету такого кисленького. Выбор небольшой, но цены конские. Прямо прилично намного, или до неприличия намного дороже, чем там. Здесь уже типа курортников дофига, можно цены завышать. И бензин дороже стал, да? Так, у нас показывает до Краснодара 100 километров, по-моему, да, как раз, как я угадала, 100 километров. Но нам не в Краснодар, нам в Адыгею. Очень часто проезжают машины с лесопедами. Поставили их на какую-то специальную подставку, причепили и едут, будут кататься на них. Над нами железнодорожный мост сейчас будет. Вот эти вот поля нескончаемые, так интересно на них смотреть. Я говорю, я бы сейчас побегала вот по этому полю. Что там, пшеница, рожь, какие-то злаки, по всей видимости. Периодически эти поля с травой, так сказать, сменяются на подсолнечные. Подсолнухи маленькие еще.
Тут Кореновка. Где-то рядом был указатель. А ну вот он. Кореновск. Не Кореновка, а Кореновск. 1 километр туда. Коровка из Кореновки. Вкусное мороженое. Автобусы куда-то поехали. Хором. Дон Авто. В сопровождении. Детки, наверное, там сидят. В лагерь детей везут, наверное, в какой-нибудь. Хотел бы сейчас в лагерь? Ну, не сейчас. Хотел бы сейчас быть ребенком и поехать в лагерь? Нет? ДНС склады. Ну да, Краснодарский край-то большой. Магазинов, наверное, много. Поэтому и склады такие. Логоцентр Кубань. О, Волга 21, смотри, лялечка. Вообще яичко. Красивая такая. А впереди у нас Краснодар. И 29 градусов жара. Блин, ну за деревьями не видно, там столько домов строится. Целый микрорайон. Не видно. Сейчас вот, может, видно будет столько кранов там. Точно. Все точно. На доме написано. Ой, точно. Написано точно. Знаменский. Столько маков много растет. И что, никого не штрафуют? Значит, все нормально. До Сочи 278 километров. Но какие? Ну какие? Ну да. Ну, мужик, он пузо высунул, стоит, загорает, как китаец. Республика Адыгея. Из Краснодара выехали, в Адыгею въехали. Река Кубань. Что это тут колючую проволоку намотали? Чтобы этих прыгательных не было никого. Какая-то охраняемая, видать. Зачем здесь краны? Нифига себе, водохранилище. Обалдеть. Там эти, видать, шлюзы.
Флюстенхабль. Ведрит твою налево. Флюстенхабель. In schlimmen Schlachten. Язык сломаешь, блин, вывернешь. О, горы уже видно. Кавказские хребты. Честно говорю, тут потом понапишите мне, скажете, ты что там болтаешь-то? Ну, какие кавказские-то? Ну как Это же какие? верхоянские. Антон на мойке? Смотрите, какие большие мойки для больших машин. Да, вот заткните ей рот. Турбины, плетки, чебуреки, автозапчасти. Ты в автозапчасти хочу зайти. Памятники. Короче, заехали в автозапчасти. Но это для грузовиков все, поэтому все такое большое. Вон тоже Смотри, большая. тут мойки для грузовиков. Спросили маленьких помойте, они говорят, нет. Вот что за ущемление? Вон тоже большая. Ну, потому что тут специально, наверное, все для грузовиков. И что ты там говоришь, в баллончике увидел? В баллончике продается искусственная грязь. Я говорю, а зачем это? Ну, чтобы номера затирать. Штрафы, чтобы не ловить. Я говорю, нифига себе, Нормально, да? 250 рублей стоит. Искусственная грязь, прямо так и написано на баллончике. Кошмар. Через 500 метров держитесь правее, а затем держитесь левее. Грузовое СТО. Ох, ничего себе, сколько у них тут вышек. Класс. Так, мы едем направо, да? Не знаю. Я выключила свою говорилку. Держитесь правее, Болтает а много. затем через 200 метров держитесь левее. Мы же много машин видели Держитесь с левее. замаратами, номерами. 10 километров. Вот они, видать, искусственной грязью пшикнули. Но. Офигеть, на грязи деньги делают. Просто из лужи зачерпнул в Чтобы- баллончик, Да. газ туда заправил, и все, и 250 Ну нет, рублей. она, видишь, просто так не отмоется там. Скорее всего, дождем она не смоется. Ну вот так у нас еще не было в эту поездку, да? Чтобы вот прям так вот рядом железная дорога. Номер за 2500 в Адыгее. 3-й этаж, бляха-муха. Фен. Стол. Кондиционера нет. Вроде бы тут не душно. Душевая кабина. Полотенце. А что, полотенце-то на одного человека, что ли? Оставься мной кусочек лета вместе с теплым